Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый день, и вместе с вами я, Дарья Анкехова. Просыпайтесь и заряжайтесь энергией и позитивом вместе с нами на телеканале Якутия-24 каждый день в 7:00. Сегодня с нашими гостями мы будем говорить об актуальных новостях из мира культуры и красоты. Покажем наши постоянные рубрики «Мой доктор», даты и события. Обязательно покажем наши интересные материалы из районов, которые подготовили наши коллеги. Обязательно раскроем секрет лучшего аромата на 8 марта и побываем на уникальной выставке. Все это будет в ближайший час, поэтому оставайтесь с нами. А если вдруг вы хотите стать участником нашей программы или у вас есть какое-то видео или фото поздравления, вы можете смело отправлять его на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. Кстати говоря, подпишитесь обязательно на телеграм-канал, потому что очень часто мы разыгрываем там приятные подарки. Ну а начнем этот день традиционно с зарядки. Великий Платон говорил, чтобы добиться успеха, у человека есть два средства – учение и занятие гимнастикой. Не по отдельности одно для духа, другое для тела, а вместе. С их помощью человек может достичь совершенства. Давайте достигать его вместе. Доброе утро! Мы делаем сегодня зарядку. Для начала разомнем кистевые суставы, локтевые суставы, плечи. Сделаем разведение в стороны. Тем самым мы прогреем свои суставы. Затем мы сделаем подтягивание на турнике. Беремся турник и делаем подтягивание. После чего мы сделаем очередное упражнение. Это сделаем на грудную группу мышц. Это отжимание от пола. Ставим руки. Руки у нас идут под 45 градусов. И делаем отжимания. Затем мы делаем упражнение на пресс. То есть пробуем скручивание. Ложимся. Руки перед собой. И делаем скручивание, соединяя верхнюю точку с нижней точкой. Тем самым прорабатываем пресс. Затем идем мы к лавочке и делаем упражнение на трицепс. Опускаемся, плавно поднимаемся. Следующее упражнение сделаем упражнение на ноги. Называется выпады. Делаем выпад вперед. И опускаемся вниз, поднимаемся, опускаемся вниз, поднимаемся. То же самое делаем на вторую ногу. На этом мы закончили свое упражнение. Утренние тренировки более эффективно справляются с сжиганием жира. Исследователи выяснили, что люди, которые тренируются натощак, сжигают больше калорий и находятся в лучшей форме, чем те, кто занимается после приема пищи или не делает зарядку вообще. Склонность к бесконтрольному потреблению пищи с избыточной калорийностью портит не только фигуру, но и ваше самочувствие. Как избежать переедания, узнаем у нашего доктора. Предлагаю вам несколько простых, но эффективных способов, которые помогут избежать переедания. За 20 минут до еды выпейте стакан воды. Вода дает чувство насыщения, улучшает пищеварение и снижает аппетит. Съешьте пару ложек отруби за 20-30 минут перед торжеством. Грубые волокна замедлят всасывание глюкозы в кровь, тем самым можно избежать чувства голода. В течение дня до праздничного ужина не позволяйте себе голодать. Не забывайте про полноценный завтрак и обед. В противном случае риск переедания значительно увеличивается. Еще одним эффективным способом, как не переесть, является употребление овощей. Они содержат клетчатку, которая дольше задерживается в желудке и дает чувство насыщения на более длительный срок. В день застолья, например, утром, проведите тренировку. Она обеспечит вам улучшенный метаболизм в течение 48 часов. Старайтесь отвлечь свое внимание от еды на что-нибудь другое, на приятные беседы, разговоры, танцы. Если вы заботитесь о своей фигуре, выбирайте белковую еду, например, мясо или рыбу.
Избегайте быстрых углеводов и жиров, картофеля, салатов, сладостей. Не заполняйте полностью свою тарелку едой. Накладывайте небольшие порции, старайтесь есть не спеша и тщательно пережевывайте пищу. Как только вы почувствовали первые признаки насыщения, лучше отложите вилку и ложку, ведь чувство сытости всегда приходит только через 15-20 минут после приема пищи. Будьте здоровы! Ну а сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Сегодня, 6 марта в 19:00 на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и радио «Тытим» председатель правительства Якутии Кирилл Бычков и его заместители подведут итоги деятельности исполнительных органов государственной власти региона за 2023 год перед населением. Напомню, что с конца января по начало марта отчеты правительства республики прошли в каждом населенном пункте Якутии. Отчет охватил все сферы жизни якутян, от сельского хозяйства до нефтегазовой отрасли. Это уникальная форма общения, где любой житель республики сможет задать вопрос представителю правительства напрямую. Во время прямого эфира можно будет задать вопросы по многоканальному номеру 320111. Состоялось заседание экспертной группы с участием «Газпром» по вопросам увеличения добычи газа на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении. По итогам заседания первый заместитель председателя правительства Якутии Джулустан Борисов сообщил, что достигнуто принципиальное согласие со стороны экспертной группы правительства и «Газпромом» на реализацию проекта по увеличению добычи природного газа со Среднетюнгского газоконденсатного месторождения в целях обеспечения технической возможности газификации левобережных поселений Верхневилюйского района с дальнейшей перспективой газификации Нюрбинского района. В рамках реализации проекта планируется на базе существующих добычных мощностей Саха-Транснефтегаз за счет запасов газа «Газпром Добыча Ноябрьск» увеличить добычу газа на месторождении. Ну а во время послания Федеральному собранию президент России заявил о планах по обеспечению газом городов и районов республики. Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает 10-е место по итогам 2023 года в стране. А план по соцгазификации в республике был выполнен на 138%. Газом были обеспечены дома 2889 семей. Также построено 3550 газопроводов вводов к домам якутян. На сегодняшний день за счет программы «Социальная газификация» газ подведен к границам более 1 миллиона земельных участков. Планируем построить 38 распределительных сетей. Основные из них – это 10-й пусковой комплекс село Тарапча и село Лючай Мегноконгласской области. А в городе Якутске это Намский тракт 13 комби, это правая сторона в Сельскохозяйственном округе, улица Радужная, Кустук. И благодаря программе социальной газификации мы газифицировали более 1 миллиона участков и до сих пор принимаем заявки. Ввысь к победе! В спорткомплексе «Дахсун» началась сборка скалодрома к предстоящим международным спортивным играм «Дети Азии». Скалодром будет в высоту 16 метров и шириной до более 27 метров в соответствии с международными требованиями проведения спортивных соревнований. Он будет разделен на 3 сектора. Это зона для лазания на скорость и на трудность, а также для боулдеринга. Строительство идет по программе Фонда поддержки олимпийцев России. Сборку скалодрома планируется завершить до конца мая. Появление у нас скалодрома началось с прошлого года. Где-то в апреле месяце был подписан договор пожертвования имущества на целях реализации программы по поддержке новых олимпийских видов спорта. Скалодром был выделен вот этот скалодром, который сейчас устанавливают только по срокам соглашения должны до 30 мая 2024 года уже должны стоять.
Соревнования по зимней подледной рыбалке прошли в Вилюйске, в местностях Тальян. Всего приняло участие более 20 любителей подледки. Рыбакам необходимо было поймать как можно больше рыбы. Также участников наградили в номинациях на самую большую рыбу, самый первый улов и самый молодой рыбак. Кроме того, участники соревновались в скорости бурения льда, подготовке места для рыбалки, разжиганию костра и кипячению воды. Это соревнования давно не проводились. Последний раз были проведены во время того, как здесь был главой города Александр Ильич Шипков. С тех пор и в связи с юбилеем, в связи с годом семьи и 125-летием Степана Максимовича Жаркова, основателя Якутской государственности, мы в этом году решили провести побольше мероприятий, в том числе включить программу наших празднований, соревнований как раз-таки по подледную рыбалку. Народу пришло много, погода солнечная. Я думаю, что у нас все хорошо получится и будут хорошие, красивые ловы. Уважаемые дачники-садоводы, нельзя сажать и пересаживать, удобрять, обрезать, поливать любые растения. Они будут у вас слабыми, а то и вовсе могут перестать расти. А какие еще события связаны с этим днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 6 марта. Международный день зубного врача, Всероссийский день гурмана. По народному календарю Маврикиев день. В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали, если птицы прилетели раньше положенного дня, это к скорой весне. Этот день в истории. В 1521 году экспедиция Магеллана открыла 3 самых южных острова из группы Марианских. 1899 – день рождения аспирина. Зарегистрировано лекарство под торговой маркой «Аспирин». В 1925 году вышел первый номер журнала «Пионерская правда». 1986 – межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея. В этот день родились Микеланджело Буонаротти, итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения. Василий Мате, русский художник, гравер, афортист. Марк Донской, советский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР. Габриэль Гарсия Маркес, колумбийский писатель, прозаик, журналист, нобелевский лауреат. Михаил Жванецкий, советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений. Валентина Терешкова, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, российский политик. Именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, а также Прасковья, Сергей, Степан, Федор и Филипп. С 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Жители Якутии, которые планируют принять участие в голосовании, но в силу различных обстоятельств в эти дни будут находиться не по месту регистрации, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Подробнее о том, как это можно сделать, нам расскажет специалист клиентской службы центра «Мои документы» Юлия Капитонова. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Сразу вот первый вопрос, как мы сказали. День голосования у нас. Я, к сожалению, не нахожусь по месту своей прописки. Что мне можно сделать, чтобы все-таки отдать свой голос? Для того, чтобы свой гражданский долг могли исполнить все граждане Российской Федерации, вне зависимости от своей постоянной прописки, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. То есть граждане, которые по каким-либо обстоятельствам не могут голосовать по своей постоянной прописке, могут проголосовать по месту своего фактического нахождения. Подать заявление можно только один раз. То есть несколько раз менять место фактического положения нельзя, да? Хорошо. Через какие, допустим, госуслуги, да, или еще какие-то приложения можно подать заявление на того, чтобы отписаться и прикрепиться? Заявление о включении в список избирателей по месту фактического нахождения можно подать в офисах Центра «Мои документы», через единый портал госуслуги и территориальные избирательные комиссии.
Мгм. Это можно сделать только на территории республики или если вдруг я нахожусь где-то в другом регионе Российской Федерации? Да, абсолютно верно. Можно вне зависимости, где вы будете находиться по всей территории Российской Федерации, выбрать свой избирательный участок по месту фактического нахождения можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Мгм. Вы затронули же тему того, что можно подать только одно заявление. А если вдруг я планировала поездку, к примеру, да, ну, в другой город, к примеру, город Москва, да, соответственно, подала заявление, но моя поездка отменилась, а я все-таки хочу проголосовать. Да, конечно, можно подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления. Подается оно в том случае, когда гражданин будет голосовать по месту своей постоянной прописки. То есть при подаче заявления об аннулировании ранее поданного заявления избиратель голосует по постоянной прописке. Мгм. Хорошо. Какие документы необходимы для подачи этого заявления? Для подачи заявления о включении в список избирателей по месту фактического нахождения необходимо взять с собой обязательно оригинал паспорта, либо временное удостоверение личности для идентификации. Выдается оно взамен при замене паспорта, в случае его отсутствия, да. И если у гражданина нет постоянной прописки, но имеется временная, необходимо взять с собой свидетельство о регистрации по месту пребывания. Мгм. Голосование у нас проходит с 15 по 17 марта. Вот до какого числа можно подать заявление на то, чтобы поменять вот место? Да, Да. услуга о включении в список избирателей временная. Заявление можно подать до 11 марта 2024 года. Напомним, что выборы пройдут 15, 16, 17 марта текущего года. Мгм. Это мы говорили вот по поводу открепления и, значит, прикрепления к другому месту, да, фактического пребывания. А какие документы нужны именно в день голосования, когда ты приходишь на место уже? В избирательный участок для голосования необходимо с собой взять также обязательно оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или временное удостоверение в случае его замены и отрывной корешок заявления о включении в список избирателей по месту фактического нахождения с информацией о выбранном избирательном участке. Мгм. Юлия, вы сказали, что заявление можно подать только до 11 марта, да? Да. А получается, после 11 марта вариант только лишь По постоянной прописке. прописке. Мгм. Да. Мои документы всегда помогают, да, всем жителям республики, да. Можно прийти лучше, наверное, уже к вам, да, и вы обязательно подскажете. Конечно, обязательно подскажем. К нам можно подойти в любой офис по всей республике, как по предварительной записи, так и по живой очереди. При способе выбора предварительной записи необходимо зайти на наш сайт mfc-saha.ru. В разделе «Предварительная запись» выбрать сервис «Единый день голосования», удобный для вас офис, дату и время для посещения. Спасибо большое, Юлия, что посетили наш утренний эфир и рассказали такую полезную информацию. Конечно, многие жители республики ждут с нетерпением дату, когда можно отдать свой голос, и ваша информация сегодня, мне кажется, была актуальной и полезной. Спасибо вам за Хорошего вам приглашение. дня и доброго утра. Спасибо. В преддверии 8 марта россияне заполоняют цветочные магазины, порой выкладывая за букеты приличные деньги. Однако, по словам депутатов Госдумы, в некоторых случаях вернуть средства можно даже без чека. Так вполне можно затребовать возврат за быстро увядший или подмерзший во время доставки букет. Если они подмерзли, пока курьер их вез, из-за неправильной упаковки, если они не свежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках. Сначала, по словам парламентария, необходимо потребовать у продавца чек, а в случае отказа обращаться в Федеральную налоговую службу. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение. Далее покупатель вправе добиваться перерасчета
пересчета и возврата средств в размере переплаты. А если букет на следующий день не по вине клиента потерял свой товарный вид, то и полной суммы. Причем продавцу лучше согласиться на исполнение закона, иначе покупатель может смело пойти в суд, отмечают парламентарии. Во избежание таких ситуаций бизнесменам необходимо знать правовое регулирование предпринимательской деятельности и торговли, а властям лучше усиливать меры поддержки малого и среднего цветочного бизнеса, что поможет импортозаместить отрасль, страдающую от нехватки флористов. Впереди долгожданный праздник 8 марта. Выбрать парфюмерию в подарок сложно даже для самого близкого человека. Особенно, если знаний об особенностях разных ароматов недостаточно. К счастью, существует наша полезная рубрика. Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я вам хочу рассказать про подарки на самый весенний женственный праздник – это 8 марта. Традиционно самым популярным вариантом подарка являются цветы и духи. И, конечно, нам бы хотелось всегда преподнести подарок, который на 100% понравится получательнице. Но если вы ждете, что я сейчас вам назову название какого-то флакона, который универсален и подойдет всем и каждый, то я спешу вас разочаровать. Потому что аромат – это очень индивидуальная вещь. И если какой-то запах для вас является самым приятным на свете, то для кого-то он может явиться причиной головной боли или даже тошноты. Но что же делать, если все-таки хочется порадовать свою любимую маму, жену, девушку, сестру каким-либо ароматом? Универсальный подарок – это, конечно, сертификат, который вы можете приобрести в любой сети магазинов, и получательница уже сможет подобрать свой индивидуальный аромат. Сейчас сертификаты есть в очень красивых конвертах, которые уже выглядят очень презентабельно и красиво. Но также еще отличным вариантом подарка может стать, например, мастер-класс по созданию индивидуального, уникального парфюма, который вы можете провести вместе, и время, которое вы проведете вместе, тоже окажется подарком для вашей дорогой и любимой женщины. И этот аромат будет индивидуальный, уникальный, точно такой же, как получательница этого подарка. Многие дамы уже вовсю готовятся к празднику. В этот день каждой девушке хочется выглядеть романтично и чувствовать свою привлекательность. Кто-то ищет себе любимый, возможно, новый наряд, кто-то ищет новый образ с помощью косметики. Красная помада ассоциируется с праздником и выходом в свет. В лодочках на высоких каблуках и с красной помадой вы точно будете звездой. А вот как правильно наносить ее, узнаем далее. Многие девушки считают, что им не идет красная помада. На самом деле нужно просто подобрать нужный и подходящий вам оттенок по цветотипу вашей кожи. Карандашной техникой получается очень стойкий цвет. Для этого я беру два оттенка. Один вишневый такой бордо и второй уже алый красный карандаш. Начинаем мы с бордового оттенка. Предварительно мы немножечко влажным спонжем, который был пропитан тональным кремом, немножечко прошлись по губам, сделали такую базу, чтобы помада держалась дольше и лучше. Прокрашиваем границы наших губ темным оттенком красного. Выходим чуть за миллиметр, алый карандаш, и начинаем прокрашивать уже середину наших губ. Заполняем, смешиваем, прокрашивая сверху наш растушеванный темный контур. Помните, что для красной помады вам не нужен повод. Сияйте всегда и везде. 6 лет в Якутии действует открытый форум женщин Республики Саха-Якутия «Подруги Джогелер», объединяющий более 30 тысяч якутянок. Это муниципальные служащие, работники образования и здравоохранения, социальной сферы и культуры, активистки и лидеры общественных объединений. И у нас сегодня в гостях Дарья Филиппова, руководитель направления «Молодая Якутия» открытого форума женщин Республики Саха-Якутия «Подруги Джогелер». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите немножечко вообще, что за движение такое и какова основная цель?
Наше движение было создано, вот, как вы сказали, 6 лет тому назад. Нас объединила наша лидер Евгения Исаевна Михайлова, президент УФУ. Мы вместе сообща решаем какие-то жизненные ситуации, которые могут возникнуть у женщин, в том числе и сложные, да. Ну и вместе организуем различного рода мероприятия, направленные на консолидацию женской общественности, на решение каких-либо вопросов, то есть и здравоохранение, образование, просвещение и других сфер. Вот, Дарья, вы сказали, что основной, конечно, целью является помощь. Вот кому и как помогает ваше вот такое мини-сообщество? Наше сообщество помогает в самореализации женщинам, тем, которые занимаются общественной деятельностью, то есть помогает реализовывать проекты на местах, в улусах, районах нашей республики. Но также, если случается такое, что нужна кому-то там благотворительная помощь, кто-то может попасть там в трудную жизненную ситуацию, мы объявляем сбор среди наших членов и можем поддержать. Это в основном многодетные семьи, матери, попавшие в трудную жизненную ситуацию. То есть к вам обращаются люди, да? Вы их сами не ищете, к вам приходят с обращениями, и вы, соответственно, реагируете на это обращение, правильно? Да, поступает обращение в адрес Евгении Исаевны Михайловой, и мы сообща помогаем женщинам. Помимо обращений, наверняка у вас есть и какие-то социальные проекты, да? В которых, возможно, конечно, принимают активное участие жительницы. Вот немножечко о социальной части поговорим, давайте. У нас, конечно, реализуются проекты и мероприятия по 10 направлениям. Также мы реализуем и проекты, которые реализуются при поддержке фонда президентских грантов, грантов главы. В 2020 и 2021 году мы реализовали фотопроект «Мама в книге». Он направлен на молодых родителей, в том числе для продвижения чтения. То есть мы раскрывали образ матери в литературных произведениях совместно с централизованной библиотечной системой города Якутска. Также в 2022 году, в год матери, мы реализовали проект «Мать и дитя. Здоровая семья». Проводили медицинские семинары на тему здравоохранения, на тему здоровья семьи. Также юридические консультации проводили, выездные правовые семинары и ряд других мероприятий. Вот. То есть такие достаточно глобальные проекты, да? А вообще вот насколько отзыв получают такие ваши идеи у мамочек, у женщин? Примерно вот какое количество участников бывают в подобных проектах? Там тысячами или сотнями? И бывают, конечно, и косвенные участники, и прямые участники. Еще у нас есть проект «Школа лидерства», в котором приняли участие более 100 женщин, якутянок, даже 200 участниц. То есть это по развитию лидерских качеств. То есть сотни тысяч якутянок принимают очень активное участие. Также мы работаем по распространению информационных материалов наших проектов, чтобы как можно большее число женщин увидели информацию. Узнали о вас, да? Ну, то есть, собственно, ваш приход на наш утренний эфир – это и есть тот самый случай, да, когда все-таки мы хотим, чтобы больше женщин, да, вступило в ваши ряды, да. Мы знаем, что недавно вы побывали на интересная конференция республиканская, да, о влиянии женских сообществ на реализацию национальных проектов Российской Федерации. Ну, достаточно такое сложное название, да, вот простым языком расскажите, про что был эта интересная конференция и достигнуты ли цели, которые вы ставили перед собой? Да, 1 марта мы провели вот такую большую конференцию о реализации нацпроектов. То есть, и мы такую подобную конференцию проводили 5 лет тому назад. И увидели, как изменилась жизнь, какие объекты внедрены в нашу жизнь. И обсуждали вот конкретные результаты и что бы мы хотели еще предложить. Всего мы обсудили, приняли участие в конференции более 200 женщин со всех районов нашей республики. Очень активное обсуждение вызвали вопросы по нацпроектам, конечно же, здравоохранение, демография, образование, культура. И вот такую хотела бы показать брошюру, буклет подготовила наша команда Евгения Исаевна по данным, которые нам направили ведомства, отвечающие за реализацию и мониторинг нацпроектов. Данные можно увидеть также на нашем сайте форума, посмотреть, какие же объекты у нас внедрены
в республике. То есть это сотни культурных объектов, объектов культуры, здравоохранения, о которых мы все знаем. А также женщины предложили свои идеи. Всего мы получили их более 155. Какие активные, да? Да. И до 7 марта можно также направить свои предложения. Кстати, хотелось бы отметить, что многие предложения, которые мы уже получили в феврале, уже озвучены нашим президентом Федеральному собранию. То есть, например, выделение в отдельную нацпроект «Молодежь России». Вот так вот. Очень интересно получилось. Очень интересно. Там вы также провели еще и научно-образовательный семинар о здоровье семьи, традиции, современные подходы к оздоровлению. Вот как можно соединить, да, традиции и современные подходы? Получилось ли у вас это? Такой семинар проводят наши активисты направления «Женское здоровье». Мы, кстати, думаем его переименовать в «Здоровье семьи». Это направление возглавляет Надежда Валерьевна Савина, видный ученый в сфере здравоохранения, доктор наук. И рассказывались о самых разных и традиционных, и современных методах. Девушки, женщины очень довольны участием в этом семинаре. Думаю, что своих целей они тоже достигли. Дарья, а как можно попасть в ваши ряды? Да? Возможно, кто-то из наших мамочек сейчас, которые сидят у экрана телевизора, захотят тоже стать вот такой активисткой замечательного движения «Подруги Джогелер». Наш форум называется «Открытый», постоянно действующий, поэтому мы всех приглашаем присоединиться в наши ряды. У нас есть сайт, можно заглянуть, ввести в поисковик форум «Подруги Джогелер», вам откроет наш сайт «Подруги ЕКТ». Там указана также наша электронная почта и направление нашей деятельности. Спасибо большое, Дарья. Ну а мы сейчас вновь готовы узнать, какие же новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Правительство начало работу над фискальными мерами. Изменения в налоговый кодекс можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале. Вторая группа касается налога на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, говорят источники. Наконец, еще один блок изменений – это налоговые льготы, говорится в статье. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями выступил в послании Владимир Путин. Он предложил модернизировать фискальную систему. В России прорабатывают возможность ввести лимит по количеству сим-карт, которые могут использовать абоненты. По словам автора инициативы, из-за широкого распространения случаев массовой регистрации сим-карт на одного человека, которые могут быть использованы для незаконных действий, возникает необходимость ввести законодательные ограничения на количество карт, доступных для одного абонента. Начальным предложением может стать лимит в 100 сим-карт на одного абонента с последующим анализом эффективности и корректировкой данного числа при необходимости. Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы институтов развития Дальнего Востока «Муравьев-Амурский-2030». Годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством включает 8 модулей в регионах Дальнего Востока, Москве и зарубежный модуль в Китае. По итогам выпускники получат дипломы профессиональной переподготовки, школы управления Сколково и вузов-партнеров, а также предложения по трудоустройству. Заявки принимаются до 15 марта. В Якутии проводится планомерная работа по увеличению приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет республиканского бюджета. За 5 лет с 2019 года количество учебных мест по направлению здравоохранения и медицинские науки выросло на 33%. В этом году запланировано увеличение контрольных цифр приема еще на 10%. И общее число составит 1037 мест. В республике подготовка медицинских специалистов со средним профессиональным образованием осуществляется в Якутском медколледже, Алданском медколледже, Нерюнгринском медколледже и в Жатайском техникуме. Высшее медицинское образование студенты получают в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова.
Многодетные мамы научились печь торт антреме. Мастер-класс провели профессиональные преподаватели Якутского технологического техникума сервиса. Мастер-класс посетили многодетные мамы из Вилюйского и Намского улусов. Сначала они ознакомились с техникой безопасности, далее азами приготовления кулинарного изделия. Антреме – это муссовый торт, в котором бисквитный или песочный слой украшает желе из ягод. По словам многодетных мам, им понравился мастер-класс. Такое обучение способствует развитию идеи об открытии собственного дела. Все мамы, наверное, дома готовят кондитерские изделия, да, кулинарные какие-нибудь блюда. Но вот этот торт антреме, сам он отличается тем, что он муссовый, да, и готовится немножко, тяжело. Но я думаю, что у них сегодня получится, у матерей, приготовить торт антреме. У нас, конечно, планов очень много, будем развиваться, но будем проводить такие мастер-классы. Ну а всеми любимый волшебный десерт «Птичье молоко» и не только производят в якутском хлебокомбинате. В кондитерском цехе производят около 50 тонн продукции в месяц. Выпускают 180 наименований. Это торты, пирожные, конфеты и многие другие десерты. Также ЕХК принял участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». И за период участия в нем сократилось время производства на 31%, объем незавершенного производства на 15% и увеличились объемы производства на 40%. Отмечу, что за последние 2 десятилетия российская промышленность и бизнес сделали огромный шаг вперед. Мы прошли обучение у высококвалифицированных специалистов Федерального центра компетенции, которые нас научили азам, технологическим процессам бережливого производства, инструментам, методикам бережливого производства. В 2022 году на нашем предприятии АО «Якутский хлебокомбинат» было реализовано 5 национальных проектов бережливого производства, производительность труда. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. И это вновь «Утро Якутии». Каждый человек должен знать свою культуру, рассказывать об этом своим детям, говорить на родном языке, знать фольклор и возможности владеть народными музыкальными инструментами. В Якутии впервые разработан региональный образовательный курс по традиционной игре на хомусе и организовано масштабное культурно-образовательное событие «Хомусный код». Кроме достижений общих образовательных целей, это дает возможность раскрыть творческий потенциал игры на хомусе у подрастающего поколения. И пусть вырастут новые таланты. В этот день в Веснерской школе имени Героя России Игоря Хоменко все разговоры ребят были об одном – получится или не получится. Кроме обучения игры на хомусе, ребята могли попробовать свою сноровку в национальных играх. Но всем хотелось попробовать и поучиться игре на хомусе. Пришли и ученики гимназии. Конечно, ребята знакомы с этим музыкальным инструментом, но мало кто держал его в руках. А тут такая возможность. После интересной презентации, на которой несколько хомусов подарили детям участников СВО, занятия продолжились по расписанию в классе. Участники получили на время привезенные педагогами хомусы, изготовленные разными мастерами республики. У Антонины Леонидовны свой хомус. Она тоже решила взять урок у специалиста. Я очень увлекаюсь якутской культурой с детства. Читала книги якутских авторов. Мне даже их как-то дарили, поэтому я начала читать. И вот увлеклась тоже хомусом. Играть особо не умею. И вот пришла на мероприятие. Ну, чуть-чуть получается, хотя бы принципы игры. Вот. Объяснили, научили. Теперь осталось практиковать. Специалист Международного центра органной музыки Алена Платонова с таким увлечением рассказывала и показывала основные приемы игры на хомусе, что поневоле хотелось взять в руки инструмент. Хомус без человека не звучный инструмент. Чтобы издавать звук, чтобы звук хомус звучал, нам надо прикладывать зубам. Только так будет звучать хомус. Человек для хомуса сам становится музыкальным инструментом, а не он нам. За счет наших внутренних органов меняется звук хомуса. Издается, тональность меняется. И вот, например, я буду двигать языком вперед и назад, я, так только двигать языком, то получим такой звук. А если я буду трогать него, ля-ля-ля-ля-ля, тоже другой звук. И двигая глоткой, мы можем воспроизвести разные народные мелодии, да, любые. Вот, например,
Вот таким образом, двигая глоткой, мы поем разные мелодии. Когда я играю на хамусе и когда учу людей, да, желающих, у меня вот появляется вдохновение. Это был наш первый опыт. Мы пришли как волонтеры, нас попросили. Мы научились играть буквально за 3 урока. Хамус привлекает своей необычной формой и необычным звучанием. Мы вот подарили хамусы, надеюсь, что продолжу обучение. А когда в вестибюле школы зазвучал хамус в исполнении всех ребят, усвоивших урок, создалось ощущение, что они уже достаточно давно владеют инструментом. Это говорит о профессионализме преподавателя. Продолжим тему талантов. Вова Ким – безречевой аутист. Он постоянный участник республиканских, российских и международных конкурсов. Рисование – это и есть его слово. Через цвет, сюжеты, мазки он щедро делится с нами своим внутренним миром, своей восторженностью, непосредственностью, детским и доверческим восприятием. А на днях в Национальном художественном музее Якутии открылась выставка 12-летнего художника. И там побывала наша съемочная группа. Вова Ким – невербальный ребенок. В 4 года ему оформили инвалидность. Чтобы было легче общаться, родители купили ему альбом. Так, через рисунки, Вова начал делиться своим внутренним миром. Рисовал еду, которую хочет поесть, рисовал игрушки, которые хочет купить. И мы начали это поддерживать в реабилитационном центре. Потом, когда пришли в 1 класс к учителю Кайсаре Михайловне, она тоже разрешала, чтобы он рисовал, когда отвечал на вопросы, потому что он человек, который понимает, но не может сказать. Вова умело использует различные материалы – карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, акрил, масло. Вглядываясь в рисунки, кто-то сможет услышать звуки музыки, торжественно зовущие в необъятные просторы мироздания, или ощутить способность увидеть необычное за обыденным. Сюжеты его работ берутся из мультфильмов, книг, сказок, а также из впечатлений от увиденного. Сейчас нам только 12 лет, и в Национальном художественном музее, я считаю, это большой успех. Я считаю, что это просто нам невероятно повезло, что мы встретили Клару Николаевну, что мы пришли на дополнительные занятия в Институт новых технологий. Большое спасибо им за поддержку инклюзивного творчества, что так все получилось, я очень рада. Одним из приоритетных направлений Национального художественного музея республики является работа в сфере инклюзивных культурных проектов, обеспечивающих доступные условия для людей с инвалидностью. Выставка Вовы Ким проводится в рамках музейного социокультурного проекта «Музей для всех». Через рисование он показывает свои мысли, он общается с нами с помощью рисования. Через сюжеты, мазки, движения кистей он показывает нам свой внутренний мир, делится своими впечатлениями. Сюжеты его работ берутся от просмотренных мультфильмов, от сказок, рассказов, от фотографий или от увиденных впечатлений. На открытии первой персональной выставки собрались друзья, учителя и педагоги Вовы. Художник, держа маму за руку, внимательно слушал слова напутствия и поздравления. Я большую благодарность хочу все-таки отметить матери. Это ее поддержка. Несмотря на трудности, ребенок сложный, мама занимается не только дома, специалистом, художником. Клара Николаевна, мне кажется, очень хорошо еще продолжит эту работу. Вова, надеюсь, будет воплотить такие свои умения, и мы будем ждать его больших творческих начал и успехов. Очень ценно, что есть возможность выставкой показать, как могут быть талантливы дети с инвалидностью. Первая персональная выставка в Национальном художественном музее, словно твердый, уверенный шаг в настоящее будущее художника с добрым, искренним взглядом на окружающий мир. Продлится выставка до 10 марта. Вход для посетителей свободный. Катерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Ну а сейчас перенесемся в Алдан. Техника лессировки – это последовательное нанесение тонких слоев краски на полотно. Этот прием еще называют техникой старых мастеров. В лессировке творили Шишкин, Айвазовский, Серов, а также живописцы эпохи Возрождения. Алданский художник Виктор Куликов является их последователем. Большинство его произведений составляют пейзажи, а сюжеты и вдохновения Виктор Александрович ищет в природе. В прекрасный мир изобразительного искусства погрузились наши корреспонденты. В ближайшее время у Виктора Куликова работы будет много. Ему предстоит подготовить произведения для библиотеки имени Некрасова и для Краеведческого музея. Виктор Александрович – художник. Выставки его картин регулярно проходят в учреждениях культуры района. Сейчас с нашим краеведческим музеем это у меня времена года, это значит 4 времени года. Ну, не знаю еще как определить. Или времена года, или 4 времени года. Для библиотеки я буду отдельную выставку делать. Там я постараюсь побольше литературных сюжетов на основе там литературных произведений. Виктор Александрович работает в технике лессировки. Этот прием называют техникой старых мастеров. В нем творили художники эпохи Возрождения Шишкин, Айвазовский. Лессировка предполагает последовательное нанесение на полотно полупрозрачных слоев краски. К написанию произведения живописец приступает с общей идеей. Видение черт и деталей приходит в процессе работы. По-иному не бывает. В воссоздаваемом на полотне сюжете мастер живет. Я хочу, чтобы вот этот сюжет, который я пишу, он был живым. И потом мне приходится там жить. Например, цветы я вот у нас саранки. Вот эти сардана, да, якутские. Казалось бы, ну чего такого сложного, да? Ну, мне же хочется, чтобы он жил там, жил. Не то, что вот написать его прямо, чтобы он совсем-совсем был похожий идеально, как фотография. Нет, мне это не надо. Под мастерскую Виктор Александрович оборудовал свою единственную комнату. В разнообразии кистей, карандашей и палитр строгий порядок, понятный только мастеру. Нередко для получения определенного оттенка требуется сочетание нескольких красок в строгой пропорции. Если это соотношение будет нарушено, тон получится совсем иным, нежели задумывает художник. Техника лессировки совершенствуется на практике, и искусству этому нужно учиться всю жизнь. Всю жизнь. И то, наверное, это бесполезно. Не достигнешь совершенства. Бесполезно. Как еще Леонардо говорил, что совершенства я не достиг. Совершенства достигла только природа. Виктор Куликов родился в Алдане. Он был старшим из 7 детей в семье. Во многом любовь и уважение к окружающему миру, умение видеть его многогранную неповторимость сформировали родители. Отец постоянно меня в лес с собой брал на участок, поэтому я как папе говорю, ты меня на участок забери, и все, там прям раздолье. Мама у меня цветочки, она очень любила. Это чтобы у нее цветочков не стояло, это нонсенс. Любовь ко всему живому и усвоенные в детстве непреложные истины бережного отношения к миру художник передал дочери, а затем и 3 внукам. С близкими Виктор Александрович часто проводил отдых на природе. К слову, дочь с малых лет была заядлой рыбачкой. Это папина дочь, это вообще. Я ее очень люблю, она у меня папина. Она и с ночевкой ходила со мной на рыбалку. Червяков она не боялась. Обычно девчонки боятся же червяков. Тут нет. И причем ловит, я рядом ловлю, но у меня не клюет, у меня какая-то мелочь. Это смотришь, она вытаскивает приличную рыбину. Идей, которые могут быть запечатлены на полотна, у Виктора Александровича масса. Вдохновение и силы для творчества, рождаемые любовью к миру, не иссякают. Главная же цель у живописца единственная, чтобы его творчество было интересно и нужно людям. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
7 марта в Национальном театре танца Республики Саха-Якутия состоится премьера хореографического спектакля по повести Белкина, посвященному 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, главный балетмейстер Национального театра танца, хореограф-постановщик спектакля повести Белкина Далана Федотова и режиссер театра юного зрителя Республики, режиссер спектакля повести Белкина Антон Батаков. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, повести Белкина – это знаменитый цикл, да, Александра Сергеевича Пушкина, в которых он написал разные жизненные истории. Да? Ну, многие, наверное, да, уже знакомы, в принципе, с содержанием. Да? Скажите, все ли 5 новелл вошли в вашу постановку? Да, конечно, мы взяли все 5 повестей. И, так скажем, если мы хотели бы взять по одной, по две, но мне кажется, это было бы неправильно. И поэтому мы взяли все 5 повестей. Все 5. Ну, соответственно, это огромнейшая работа, да? Что объединяет эти истории? Почему именно в эти дни актуальна такая постановка? Ну, скажем так, классика бессмертна, да? И тем более нынче юбилей у нашего Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет. И я считаю, классика бессмертна, она всегда будет актуальна и была актуальной. А почему решили поставить именно это произведение? Но ведь творчество Александра Сергеевича, оно такое огромное. Да. Видимо, все-таки как-то лично вас затронули эти повести. Ну, потому что это разные истории, они всегда интересны, да? И, скажем, почему бы и нет? Почему бы не повести? Да, мне, на самом деле, это очень много людей задавало, и я начал уже всем отвечать, а почему не повести? Да, и разные судьбы людей, они очень интересны. Вот, скажем так. То есть это вот такой как бы, ну, разные эмоции, разные люди, соответственно, разные истории. Конечно, и таким образом, наверное, весь спектакль будет намного насыщеннее, интереснее, да? Собой. Далана, подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения хореографии, да, вообще у нас спектакль называется хореографическим, да? Это все-таки ближе к балету или танцевальному спектаклю? Ну, я сейчас начну шапки, сейчас все-таки вот это 5 произведений, это прозаическое произведение Пушкина, да, который под псевдонимом выпустил Белкин. И произведение эпохи романтизма, произведение содержит философский подтекст, каждое произведение. И вот вы спрашивали, да, вот сейчас вот тоже вот просто хочу дополнить, и затрагивает именно вот общечеловеческие ценности, это вот как честность, благородство, там самопожертвование, что там чистые помыслы, наверное, да? Ну, его написал это в 1930 году Да. в селе Болдино, где он окончил Евгения Онегина, если память не изменяет. У него вообще творческая жизнь очень сильно бурлила в этот момент. И как раз, когда вот это холера, когда... Да, это время холеры. Он же туда уехал, да, потом с сентября по декабрь там ему пришлось там сидеть, в общем. И, естественно, была плодотворная очень осень. Вот, спектакль у нас... хореографический. Даже, скажем, больше пластический. Да, пластический, музыкально, да, в общем. И... Он не балет точно. Да, не балет, не балет, значит, стиль хореографии современная. Что такое современная хореография? Это, конечно, понятие очень обширное. Современная хореография очень много стилизаций, но мы не придерживались одной какой-то стилизации. И, конечно, обращала внимание больше на эмоциональную глубину каждого персонажа. Потому что каждый персонаж есть внутренний конфликт. И чтобы прям ярко создать образ при создании оригинальных движений, и учитывалась, конечно, индивидуальность каждого персонажа. То есть, чтобы для раскрытия. А чтобы это раскрыть, это очень важно музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение – это, конечно, хореография и музыкальное сопровождение, они должны быть настолько взаимосвязаны. Вот. А какую новеллу было сложнее всего ставить? Ну, все они на самом деле сложные. Но больше всего меня, наверное, затронул «Стационный смотритель». Да, вот эта тема разлуки. Вот он прям
Ну, на самом деле, для каждого они будут по-своему отражаться, да, для каждого человека. И я считаю, у каждого, вот не зря же люди стихи читают и что-то видят свое. И Каждый по-своему, каждый да? по-своему все это видит, да. Ну, а вообще в целом удовлетворены ли вы, да, как режиссер-постановщик, вообще идеей, которая вот была заложена у вас, возможно, в глубине души, там, в вашей голове, в идеях, и вот уже в готовом спектакле? И я на этот вопрос никогда не знаю, как отвечать, потому что для меня всегда зрители, они это решают. И вот они наши, так сказать... Да, я тоже согласна. Да. Главные ценители. Главные ценители. Мы работаем для них. Главные критики, Главные это критики, все зрители. да. Но я думаю, будет такой достаточно большой аншлаг. Мы желаем вам удачи. Давайте еще раз напомним, когда у нас будет премьера. И вообще давайте все-таки поговорим о том, кто же должен быть зрителем. Вот все-таки достаточно сложно ведь все 5 новелл, вот как вы уже сказали, да, Далана, воспринять, понять, ощутить, возможно, как-то, ну, действительно дотронуться до самой истины, да, произведения. Все-таки ваш зритель – это кто? Ну, так как это является школьной программой, само собой, это школьники, потому что и мы не сильно от канона пытались отходить, да, как говорится, режиссерского такого сильного видения там нет, потому что все-таки это школьная программа, и сильно ломать Пушкина не хотелось. И вот как раз, и хочу вот подметить, надо приходить на данный спектакль, лучше прочитав повесть, освежив память, потому что все-таки спектакль хореографический, извините, пластический, да, поэтому слов там нет. Слов нет. Да, все передается через пластику, Текста нет. через внутреннее состояние. А длительность этого спектакля какая? Час. Час. То есть, дорогие наши телезрители, если вы вдруг хотите пойти на этот спектакль, как минимум прочитайте краткое содержание, да, всех повестей Белкина, да, потому что действительно посредством тела не каждый, да, может понять вообще сути, да, о том, что происходит. А вообще сколько человек, артистов задействовано во всем спектакле? То есть это большая труппа? 9 артистов. Да, их 9 молодых артистов. Они, в общем-то, каждый раскрывает образ персонажа. У каждого есть свои сольные номера. В общем, они все 9 артистов, 5 произведений В разных образах. В разных образах. То есть достаточно серьезная работа была у ребят, да, и это, наверное, тоже такое очень яркое событие для их творческой жизни, да, непосредственно. Итак, 7 марта, во сколько завтра? Завтра в 18 часов в ДК имени Гагарина. В ДК имени Гагарина. И до какого числа? Так, один день. Всего один день. Да. Поэтому успеваем, дорогие ценители искусства, да. Далана, спасибо вам большое. Спасибо большое Антону, что посетили наш эфир. Ну, конечно, желаем вам побольше благодарных зрителей, побольше оваций. Спасибо. Ну и самое главное, наверное, поменьше критики. Пускай ваше искусство все-таки принесет удовольствие жителям всей республики. Спасибо вам большое. Творите, созидайте. Спасибо. Ну а мы, зрители, конечно, ждем ваших новых работ. Хорошо. Спасибо большое. Давайте мы сейчас посмотрим еще немного кадров из предстоящего спектакля. Я думаю, вам, зрителям, будет интересно. Национальный театр танца приглашает вас 7 марта в 18:00 в Центр культуры имени Гагарина на премьеру хореографического спектакля «Повести Белкина», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Вот таким был наш эфир сегодня. Дорогие наши телезрители, мы желаем вам доброго утра и хорошего дня. До встречи!